Витаю, приветствую всех, друзья. Аят Маш Войль. Марш Бубелев Масаре. Да. У нас сегодня 177-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Сегодня 29 ноября 2025 года, 19 часов по 1 час минут по городу Джахару. Сегодняшний стрим называется «Большие политические перемены в Украине» и вторая тема «Атака БПЛА в Чечении». Давайте об этом и многом другом поговорим. Стрим у нас идет на официальной странице Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия в Телеграм, а также на YouTube-канале Реалити и в ТикТок. Друзья, заботьтесь о вашей безопасности, если вы находитесь в России либо в оккупированной Ичкерии. И я по традиции сразу задаю вам вопрос и, начиная тему по поводу политических перемен в Украине, передаю вам слово. Пожалуйста. Добрый вечер, дорогие друзья. Ситуация общеизвестная, но мы будем говорить о своих мнениях по этому вопросу. Я надеюсь, что мы здесь скажем все то, что мы хотели и что нужно было бы действительно знать всем. Но вопрос состоит в том, что уже долгое время, почти уже 2-3 года, постоянно обвиняет власть Украины в том, что у них там какая-то ситуация сложилась трудная, которую мы не можем точно знать. Которые говорят, что многие говорят, что это предательство, что там агентура России, что там действуют, всякие проходимцы, которые воруют деньги. Что-то только не говорят, потому что, видимо, где-то люди что-то ощущают это. Но, с другой стороны, идет и, конечно, конкуренция. Те, которые проиграли вопрос власти в Украине, они, конечно, здесь как можно где угодно и ошибки, которые будут отдействовать, власти будут преподносить их как предательство или как дилетантство. И все это мы видим с вами, мы ощущаем тоже, когда мы общаемся с украинскими людьми, властью, депутатами, кем угодно, и которые говорят, что ситуация такая, разночтение идет по всем направлениям. Насколько это верно, насколько это обосновано, мы не можем сейчас сказать. Идет следствие, и следствие скажет, правда это или нет. Но ясно, что выявили НАБУ выявила решение о том, что 100 миллионов евро денег украли. Может быть и не 100, а может быть гораздо больше, а может и меньше. Тоже будет ответ. И в конце концов, после всех этих, собственно говоря, упражнений по поводу где-то расшатать власть, которая есть сегодня в Украине, надежда на то, что она будет лучше, здесь раскручивают ситуацию. И глава администрации президента господин Ермак, как говорят, он отстранился, записал заявление, сказал, что я не буду мешать Зеленскому своим присутствием, я готов делать у меня обыск, и я готов принять участие полно, открыто, во всех обвинениях, которые мне предъявляют мои адвокаты, находятся там. И Зеленский тоже поблагодарил его, сказал спасибо за все то, что ты делал и все такое. В общем, такая напряженная обстановка в самой Украине. Я так могу полагать, что это дело не только против самого, главы администрации, это может быть и против этого и Зеленского, президента. Вопрос в том, что многие говорят, не говорите, что коней на переправе не меняют и все такое. Посмотрим, что будет. Мы можем только сказать, посмотрим, что будет. Но мне кажется, что если даже сейчас, скажем, господина Ермака сняли,
или там его обвинением предъявят, а может быть и не предъявят. Виноват он, не виноват, в чем это будет, станет ясно. Но в любом случае для победы, если он, его жертва, то, что пожертвовали им, придет победа Украины, она того стоит, даже можно было бы нескольких людей из высшего ранга, там, как говорится, погнать. Ну, видно будет, что и будет, но то, что мы вот ощущаем, вот мы чеченцы, мы вот президиум правительства, легитимной власти нашего государства, мы ощущаем, что там были какие-то сложности, но мы не относим их именно отношение себя. Мы относили это к тому, что это есть те трудности, которые во время войны, когда вот такая огромная армия давит со всего, как говорится, размаха, весь мир остальной подключает оружие, скажем, корейцы, китайцы, Иран, все, что есть, не есть. Короче, идет вот такая вот, ну, в общем, вакханалия в отношении того, что хотят отнять у украинского народа его государство, которое он создал в рамках современного международного права. А в целом все идет к тому, что идет борьба между двумя системами. Системами, когда народ, человек может избирать себе власть, и системами, которые не будут избирать никогда власть, как и в прежние, скажем, дореволюционные или, скажем, древние времена, всегда сидели короли, шахи, падишахи. То есть мы ушли от этого, скажем, уже где-то сотню лет назад, а теперь нас хотят вернуть туда назад. Согласимся ли мы с этим? При всех тех недостатках, которые есть сегодня, скажем, в демократической системе власти, мы считаем, допустим, я лично считаю, и наша вот вся позиция такая, нашей власти, что нельзя вот, потворствовать вот таким вот делам. И если даже там есть эти ошибки, конечно, ведь это же не постоянный процесс, демократическая там ситуация. Это просто ситуация, в которой мы сейчас находимся. Это может быть не самое лучшее, как сказал господин премьер-министр Черчилль. Не самое лучшее, самое худшее можно, но лучше ее пока нет. Есть и недостатки. Но самое главное, это то, что власть в этой стране, в любой стране избирает народ. То есть народ чувствует, что он избирает власть. Он видит, что он избирает. И в случае чего он может выйти и свергнуть ту власть, которая хочет вот так сесть ему на голову. Вот в чем отличие, скажем, демократии от этих диктаторских режимов. Попробуйте сегодня, к примеру, сделать какое-то движение типа того, что делается сегодня в Украине. Идет война, и они вот так вот уходят на митинги, требуют, действуют и все такое. Так вот свободно. Вот. И настолько свободно, насколько было бы очень удивительно в военное время. А попробуйте, война не идет для России, да? В России не идет война, как бы, да? Они говорят, что там послали, мы там наводим порядок, там демилитаризация, демилитаризация и все такое. И если там хоть один человек что-то слово заикнется против этой власти, ему сразу вот на 7, 8, 15 лет в тюрьму посадят, даже если он где-то по интернету что-то скажет. Ему хотят сейчас, этому жителю или гражданину этой империи, хотят закрыть рот, чтобы он не разговаривал, чтобы он ничего не говорил, выключают разного рода эти, скажем, телефоны, ватсапы, другие, ютубы, чтобы они не знали, Миша. И они там сидят и ничего не могут сказать. Вот отличие демократии, отличие от этой диктатурского режима. Посмотрите по всей России, что происходит. Они только могут выйти и вот хвалить Путина, вот мы его любим, он единственный. Нас, почему, мне кажется, большинство из этих людей там говорят, что мы хотим, чтобы там было все, чтобы вот Украину там все раздавили, убили, мы не хотим эти украинцы, нам не нужны и все такое. Ну вот опрос, когда бывает в улице, мы видим. Ну и что, почему они так говорят? Я уверен, большинство из них говорят это потому, что они находятся в таком тяжелом положении, ничего сказать не могут против, так? И в то же время они ставят на чашу весов Украину,
черт с этой, грубо говоря, с этой Украиной, лишь бы ее уничтожили, а мы бы здесь несколько расслабились. Так вот такая ситуация. Конечно, это не все так думают, но, по крайней мере, такой момент вот ощущается. И в то же время мы видим, что Путин сейчас там довел налог до добавленной стоимости всех товаров, продуктов до 22%. Так? Мы видим, что они, значит, из малых предприятий тоже там выжимают деньги. Мы видим, что со всех там разные продажи или другие какие-то тоже они выжимают свои, как говорится, копейки, и все на войну, и на войну, и на войну. Но и в то же время мы знаем, что вот идет вот этот процесс, который нескончаемо вот так вот раскручивается. Запад, Соединенные Штаты Америки, все эти страны стоят на стороне Украины, а вот после пришествия, значит, Трампа, президента США, тот ведет какую-то вот игру, которая, мне кажется, она идет для того, чтобы как-то вот, знаете, все же Украина, чтобы выиграла. Вот мне порой кажется, что они так себя ведут, вот ужасно плохо, вот американцы, да, но в то же время вот есть какая-то игра, он хочет, так говорит, остановить войну, чтобы людей не убивали. Ну и в то же время потом, он, значит, отходит назад и какую-то ведет вот такую политику странную, которая, может быть, на которую способны такие бизнесмены, как он. Насколько это оправдано, мы не знаем. Но в то же время есть еще опасность того, что этот медведь, который сидит там в Украине, то есть в России, да, он обладатель атомного оружия. У него мощнейшее, значит, количество и большое количество атомного оружия, водородные бомбы, которые несравнимы с теми бомбами, которые американцы кинули на Нагасаки, Хиросиму. Это такие бомбы, которые могут весь мир покрыть пеплом, как говорят, смрадом, толщиной там 200 метров, и на 200 лет весь мир может оказаться... Вот такое это объяснение делают ученые и специалисты. Это я много раз читал и слышал об этом. Способны ли, скажем, Путин и его окружение на это? Мне кажется, нет, не способны. Но в то же время они могут где-то ошибиться, что-то делать, то есть не надо дразнить его. Вот мне кажется, что Трамп ведет политику, которая говорит о том, что не надо его дразнить и потихоньку привести его к переговорам, которые вот они сейчас вот, хотят снова после переписания этого предложения договора, который раньше был 28 пунктов. Теперь они его передали, уже говорят, сегодня передали в Москву, и пока что никто не знает, что там написано. Зеленский добавляет и говорит, что мы ничто не можем уступить, потому что в нашей Конституции написано вот это в Конституции, и мы не можем, значит, идти от этого на шаг, на эту сторону или в отказную. В то же время Европа понимает тоже, что ситуация настолько опасна, если Украина сейчас будет повержена, то значит и потом это будет, собственно говоря, с этим, если мы будем жить, то значит уже большой прокол для западного мира, для демократических государств. Вот о чем идет речь. Поэтому здесь мы можем сейчас дольше говорить, Аслан. Если есть какие-то вопросы, давай поговорим о людьми, которые здесь присутствуют. Может быть, они тоже нам что-то скажут, мы пообщаемся. В целом обстановка вот такая, насколько вот мы наблюдаем. Ну и еще я добавлю, пока мы еще я не остановился, скажем, что на территории оккупированных Чечни тоже вот украинцы запустили там ракеты, и там вот воинские части, где находятся российские войска, так туда запустили, собственно говоря, дроны, БПЛА, как говорят. Но неизвестно, сколько, кто, что там, данных пока точных нету, хотя там все видно, показывается на этом, на мониторе, везде показывают, что там что-то взорвали, дым идет. И там тоже их не дают им спокойно сидеть. В
Потом идут разговоры о том, что там власть поменяется, то-то, то-то. Все разговоры, которые мы видим и слышим вот по телевидению, читаем. Там всегда надо читать не то, что они говорят, а что между строк, на что они намекают и что есть на самом деле. Обычно настоящая информация, она скрывается. Вот самое, что есть, мы увидим, когда это они сядут за стол переговоров или когда они примут какое-то решение окончательно, тогда можно об этом говорить. Ну и есть еще такие шаги, которые со стороны Орбана, которые срочно вызвали в Москву со своей делегацией. Где-то что-то здесь, как Аслан говорит, что-то, наверное, происходит, что-то, наверное, будет. Но что будет, пока что точно мы не можем сказать. Но мы можем говорить только то, что мы сейчас видим, то, что они рассказывают нам все, корреспонденты, газеты, телевидение. В общем, все не скажешь, но давай послушаем, что скажут наши, скажем, слушатели. Аслан? Спасибо. Друзья, задавайте вопросы. Всех, друзья, приветствую. Армян приветствую, украинцев приветствую. Всех наших постоянных, конечно, приветствую. Задавайте вопросы, друзья, вы можете задавать в ТикТок, на официальной странице Президиума правительства, в Телеграм можете задавать, либо в YouTube пишите, я зачитаю. Аят, вот это умиротворение, знаете, вот то, что произошло, делает Трамп, произошло с приходом Трампа на пост президента Соединенных Штатов, он как будто перевернул вот эту шахматную доску и уже начал играть по своим правилам, потому что у американцев были свои правила, и русские их хорошо знали, и как будто было так, что партию вел, даже проигрывая, вел там Путин, Россия. Но вот это заигрывание, то пригласить на Аляску, то какие-то там вещи, видимо, Путин в качестве откупных или отступных там что-то, может быть, дает или обещает и так далее. Не может ли это умиротворение или попытка заигрывания, даже просто хвалить этого террориста, даже то, что какие-то переговоры идут, хотя на самом деле, как мы видим, уже год они ни о чем не договорились, в конце концов. Не приведет ли это к большой войне? Еще Это, больше. да, Слава, я понял тебя. Это как бы перетягивание каната, да, с одной стороны, туда-сюда. Вот я же сейчас сказал, что там идет вот такая вот, с одной стороны, не совсем раздраконит этого дракона, этого медведя, так? С другой стороны, значит, чтобы он пошел на уступки и пришел к решению вопроса таковым, каким видится для Трампа. Но с другой стороны, весь Запад и все западные страны, и все вот люди, которые видят, что происходит, что мы не хотим, чтобы во главе наших государств сидели люди, которые народ не избирает. Так? Вот идет спор между этим. То больше ничего. Путин, сидя там в этой своей Москве, в Кремле, он ничего не видит, кроме того, что его хотят свергнуть. Он уже сколько? Почти 25 лет сидит, так получается? И вот он думает о том, как это. И поэтому всегда ему нужны вот эти вот огрехи, которые есть в этой системе власти, которую он возглавляет, которая обладает такими колоссальными богатством природным, еще такое, которое можно было бы сделать так, чтобы этот народ, там 100 миллионов всего, да? Всего 100 миллионов населения. Когда в этом Китае 1,5 миллиарда, в Индии 1,5 миллиарда. И посмотрите, эти 1,5 миллиарда человек живут даже лучше, чем эти россияне. И в то же время он понимает, что он готовится, все время как бы намекает на то, что у нас вот такая большая территория, все хотят у нас ее отнять, разделить, пирог отнять. А на самом деле вопрос в том, что он хочет сохранить власть, и система, которая находится с ним, скажем, в единстве, да, она тоже, окружение Путина тоже желает сохраниться. Они понимают, что им может прийти конец, и притом не очень хороший конец, потому что они только не творили, что не делали.
Мы видели, какие концы были для Саддама Хусейна, Каддафи и других. Они это наглядно видели и понимают, что может быть. А чтобы этого не было, они объединяются, эти все деятели, эти диктатуры, все объединяются. Посмотрите, Корея, Китай, ну и другие там, что они там. Даже вот исламские государства, мы говорим исламские государства, а в чем они Мгм. исламские? Исламские, потому что там население мусульмане, но сами власти-то никакое отношение почти мы видим не имеют к исламу, потому что вот население наше было, есть исламское, когда мы обращались к ним, чтобы нам помогли, они занимали, ну, как бы, значит, строго занимали позицию Кремля против нас. Так что о какой там исламской власти можно говорить, которая сидит во главе, скажем, этих стран? Нет, это те же диктаторы, независимо от религии, которые они используют для сохранения своей власти, они с другими странами, которые тоже диктаторские, или, то есть это христианские или другого рода религии, там в Китае, Индии, мы же видим, так? Они с ними друзья, в этом вопросе они друзья. Вот мне кажется, что здесь вот такая ситуация. Ислам, мы уже говорили об этом, но все равно здесь вот так вот, что происходит, мне кажется, такая позиция. Мгм. Мгм. Спасибо, Аяд. Аяд, вот снятие Ермака говорит о том, что большие процессы, серьезные процессы происходят в политическом, внутриполитические процессы в Украине идут. И Ермак считался, некоторые его прямо обвиняли, что он там связан с Патрушевым, что он потомственный там, либо ГРУшник, либо КГБшник там, и так далее, и так далее. И как вы считаете, что изменится в Украине вот, в связи с отставкой этого человека? Появятся ли здоровые, нормальные силы, которые не будут никак ориентироваться на Россию, скажем так, как, например, в чеченском вопросе украинская отдельные представители ведут себя, ну, скажем так, недружественно по отношению к Ичкерии и чеченскому народу. Ну, так сказать, я не могу, что это так, потому что открыто это не говорится, что они не дружественно. Наоборот, дружественно, Аслан. Потому что представители украинского народа Рада в 22 году признала, что Чеченская республика, значит, Ичкерия, это значит, они обозначили эту страну как независимое государство, что она незаконно оккупирована, и что ее народ, значит, испытал на себя гнет геноцида со стороны этой, скажем, империи российской. Но есть, конечно, в каждой стране есть люди, которые и могут быть во власти, потому что в каждой стране же есть разного рода деятели, политические деятели, есть подкупленные деятели. И нет сомнений в том, что если даже у нас, скажем, в нашей республике этих агентов влияния кремлевских было достаточно, то и здесь мы видим, что их ну, хватает. И в Украине то, что мы видим, я не могу сказать конкретно кто, но может быть вот такое вот что движение, и они стараются делать все для того, чтобы вот легитимная власть, которая у нас находится в зарубежье, чтобы ее как-то отодвинуть, каких-то самозванцев вперед выдвинуть, и они крутятся, вертятся, конечно, они носятся на крыльях этой империи российской, потому что они там чего только не наговорили, чего только они не сказали, как они только себя сами разоблачили. Это уже удивительно. Допустим, эти самозванцы, да? Там их вот взять, показать, вот на выставку поставить, это не найдешь, но у них там, как говорят, светлого пятна. Настолько они вот говорят о том, что они враги нашего государства и предатели нашего народа, можно сказать, так? Но это суд будет решать окончательно, собственно говоря, вопрос. Но в то же время почему-то они, хотя об этом они знают, и мы говорим об этом все, они потому что почему-то носятся с ними. Это нас удивляет. Ну, и я говорил о том, что, может, это нас и удивляет, но в то же время мы можем говорить о том, что война идет в этой стране, война.
и им, может быть, не до нас. И когда понадобится эта ситуация, значит, ее раскрыть или сказать что-нибудь, может быть, они хотели, чтобы они полностью раскрылись, может быть и такое. Но поэтому мы, как люди, которые защищаем не только личные интересы, а в первую очередь интересы нашего народа, против которого такая вот геноцидная война прошла и столько людей погибло. Каждый третий человек нашей страны был убит, растоптан или, значит, как говорится, а остальные, которые пострадали и живые остались, мы это знаем. Поэтому сейчас мы должны быть терпеливы и должны понимать, что вот как понимали наши бойцы и наша оборона, когда вот мне пришлось выехать за пределы нашей страны, когда все наши командиры собрались и все руководство страны нашей, они тогда поднимали вопрос о том, что мы уже четырежды изгоняли российскую армию со своей территории. Это так и было. Это было или политическим путем, или давлением, или, значит, другими методами, с правовой точки зрения. А правда, мы четырежды вторгнувшуюся на нашу территорию российскую армию изгоняли. Это факт. А теперь, когда это вот так вот случилось, и уже пошла после пятой агрессии, когда они уже снова на нас двинулись, 17 июля 1999 года, то все командиры, как один, заявили о том, что для того, чтобы сохранить свое государство и себя, и чтобы Россия больше нас не нападала, нам нужен щит в виде, значит, признания нашего государства остальными, скажем, странами мира. Потому что без обладания этого, значит, правового, юридического считать, что мы создали свое государство в рамках международного права, нам трудно будет защищать себя, потому что всегда нас вот Россия обвиняет, делает на нас какие-то ярлыки вешает, бандиты, террористы, исламские фундаменталисты, что угодно. Как они сегодня действуют и против Украины, что они говорят, махновцы, фашисты, что только не говорят тоже. Ну и разного рода религиозные трактовки тоже они придумывают против Украины. Поэтому вот находясь вот в такой ситуации, нам нужно думать здесь, вот как вот наши командиры говорили, нам необходимо здесь на Западе работать по признанию нашего государства остальными, скажем, странами западного мира или остального мира. Потому что, как они говорили, вот все, считайте, все руководство страны и вся руководитель всей обороны, все командиры батальонов, армий, направлений, которые у нас были, они единодушно были в этом вопросе. И когда они так говорили, и мне предложили, чтобы я выехал за рубеж и занялся этим вопросом с другими нашими людьми, то я это принял себя, хотя тогда я не хотел ехать. И много раз до этого я бывал в многих странах, в том числе и Америке, и Европе, и везде, и видел здешнюю позицию. Но все равно это было так, и я туда выехал. Когда сюда выехал, здесь уже были некоторые люди, которые, значит, выехали без всякого, так сказать, направления, некоторые, большинство, собственно говоря. Я обнаружил, что они работают, практически работают против нашего государства, которое было создано в пользу Кремля. Об этом мы много говорили, и сейчас я вот повторяю, нам нужно здесь на Западе, для чего я это обосновываю, нам нужно здесь на Запад объединиться для того, чтобы признание было нашего государства, а не для того, чтобы были какие-то споры между разными блогерами, разными общественными, политическими или другими организациями, которые были здесь на Западе созданы. Они должны поддерживать легитимную власть нашего государства, людей, которые являются полномочиями, имеющими от этого государства. Все те, которые когда-либо, собственно говоря, потеряли полномочия и легитимные полномочия от нашего государства, это те люди, которые так или иначе перешли на сторону, скажем, врага, которые так или иначе отвергли наши конституции и были, скажем, в команде тех, кто нарушал грубейшим образом нашу конституцию.
Поэтому мы таких людей не приемлем и не принимаем, и кто бы они ни были, члены правительства или другие бывшие, или депутаты парламента, если они этим занимались, они уже потеряли свои полномочия, потому что в Конституции это не допускается. Это считается тягчайшим преступлением против нашего народа. Поэтому в этом смысле мы сейчас действуем, и наша задача вот всех наших людей, молодежь особенно, и те, которые, значит, уже повзрослее, кто здесь есть на Западе, нам нужно объединиться для того, чтобы мы могли здесь, на Западе, показать нашу позицию, обоснованной нашей народной, принятыми значит, документами. Это наш референт, так называемый, это общенациональная есть декларация, которая принята 25 ноября 90 года. Это и Конституция нашего государства, которая принята в 92 году. Вот и это и те войны, это те войны и сопротивление, которое вел наш народ и изгонял российскую армию с нашей территории много раз. Вот такая ситуация, и мы должны понимать, что мы должны объединиться здесь не для того, чтобы спорить за власть. Собственно говоря, здесь на Западе никто не имеет спорить за власть, кроме тех, кто имеет эти полномочия от народа. А это президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия и люди, которые были направлены сюда от имени нашего государства. И все остальные, которые занимаются разными движениями и разными там, значит, скажем, блогеры, все, они должны в строй стать, вот, чтобы решать эту задачу. А мы не видим всех в этой области. Они начинают из себя строить каких-то, здесь вот построить здесь деятелей, потом, чтобы придя туда, там, значит, где-то я то делал, это делал, говорит. Если вы это и то хотели делать, так давайте делать это вместе. Здесь я, кстати, тоже один из тех, кто предлагал им. Нет, они занимаются всем, чем угодно. И они, очевидно, чем они занимаются, те или другие. То ли не понимая ситуации, то ли понимая, целенаправленно выполняют какие-то вот задачи, которые кто-то, значит, им дал и требует от них отработать. Вот такая ситуация в этом вопросе тоже. Аслан, мы часто об этом говорим, но я думаю, что это полезно для наших людей, которые находятся за пределами нашего государства, и те, которые находятся сегодня там, у нас на родине, которые находятся под жестким прессом. Под жестким прессом мы знаем, что там происходит, знаем. Мы не можем, скажем, называть имена, мы не можем говорить, но это очень-очень тяжелое такое положение, которое они испытывают тоже. И мы должны и за рубежом, и там, и дома, которые есть, должны вместе думать о том, как сохранить свой народ, свое государство. Без государства народ мы не сохраним, мы это знаем. Если нет государства, у тебя отнимает язык, у тебя отнимает, ну, скажем, твои традиции, у тебя отнимает все, что тебе присуще, и ты в конце концов становишься тем или иным. На нашей родине должна быть наша, скажем, культура, наша, скажем, основа, история наша. Все должно быть наше, и оно должно, скажем, в комплексе с другими народами мира, собственно говоря, развиваться и жить в этом мире. Вот о чем речь, Аслан. Спасибо, Аяд. Аяд, вот хотелось бы узнать по поводу вас, по поводу вот ситуации, по поводу обстрелов, которые сейчас произвели, скорее всего, это делает ГУР Украины. Да. Несколько раз уже наносились удары по временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, по расположению Росгвардии, полков там Ахмат Север и так далее, и так далее. Да. Это непосредственно комбатанты, которые являются законной целью, которые отлично каждый день призывают, как, знаете, выставляют вперед, как будто только они только и воюют, и некоторые с украинской стороны пытались как бы поддерживать этот нарратив, что вот там буряты и чеченцы против них воюют, а не россияне. И все время бьют по Росгвардии.
Хотя центром принятия решения на территории временно оккупированной Ичкерии является банда ФСБ, УФСБ по Чеченской Республике и главарь Дмитрий Кечкин, а также на Ханкале находится огромное количество всех вот этих бандитов, которые непосредственно воюют, а вот эти кадыровцы, так называемые, они в основном выполняют полицейские функции, хотя чеченцев уже много погибло, до 10 тысяч уже, говорят, погибло. Но как вы считаете, почему выбор цели происходит именно не по ФСБ? За все это время не только вот Чеченскую Республику, если взять оккупированную, но даже по России почему-то украинская сторона не бьет по ФСБ, не бьет по Лубянке. Почему выбор такой? Когда была война между Ираном и Израилем, мы видели, как Израиль бил точечно по главарям, по центру принятия решений. А здесь происходит почему-то, вот бьют по рукам, а не по голове. Как вы считаете? Ну, я считаю, что, конечно, сегодня Россия ведет войну, так, и власть, которая находится, скажем, в любой республике, кроме вот оккупированной нашей республики, так, люди там, которые заставляют делать то или иное, мы знаем. И Да. только некоторые, какой-то процент людей, которые от этого нажились, они, конечно, здесь как-то себя хотят проявить, и главным образом для того, чтобы вот заставить пойти этих людей воевать. Там, да? Ну, насколько известно, вот мы не можем точно сказать, но вот говорили 150-тысячная группировка России, там находится на юге 100-тысячная. Если это российская группировка военная, и там находятся люди, которые готовы защищать вот эту империю, видимо, по этим пунктам они стараются и бить, вот, украинцы. Они же бьют не только там, они бьют и по другим местам, насколько нам известно. Правильно ты говоришь, что они бьют там, наверное, больше всего вот из всех этих руководителей, которые есть в России, только вот руководство, марионеточное руководство Чечни, они постоянно, значит, какие-то вот делают заявления, какие-то вот обвинения в адрес Украины. Это как-то, может быть, отразилось на то, чтобы принять такое решение и на этой территории, вот, чтобы они были. Но они не ударили ни по больнице, не ударили по, скажем, школам. Вот это в какой-то степени еще может говорить. Но если там находятся какие-то люди, которые нацелены на то, чтобы уничтожить Украину, они бьют, и здесь вот мы можем говорить, вот не надо было, мол, бить туда. Но мы не можем сказать украинцам, не бейте туда, потому что они защищаются, и в то же время они пытаются вот сломить этот, скажем, неверный посыл, который идет, скажем, в нашей оккупированной территории. Это неправильно вот такие делать заявления, когда столько людей наших убито, а мы теперь совсем перевернулись, оттуда идет голос только тех, которые защищают тех, кто нас убивал, кто вот пытал нас. Это плохо. Поэтому, если это плохо, здесь, я думаю, вот такая вот ситуация. И сказать сейчас тем или иным структурам власти Украины, кто этим занимается, БПЛ направляет, им здесь нам нечего сказать. Мы же не можем сказать, не бейте туда или бейте сюда. Тогда получится, что мы защищаем тех, кто вот, ну скажем, кто нападает на них. Ведь эти же посылают туда людей, чтобы убивать украинцев с нашей стороны. И потом они собирают там чуть ли не всех людей, которые они где-то наберут и присылают туда, и там они учатся. Там большинство, которые выходят оттуда, идут воевать на Украину, против Украины, это люди, которые даже не чеченцы, мы же видели построение, все это такое. Может быть, там сделали они какую-то базу, может, по этой базе они бьют. Мы сейчас не можем сказать, информации у нас недостаточно. Вот что я могу сказать, Ислам, по этому вопросу. Ну, по больницам, по гражданским объектам вообще-то Украина никуда не бьет. Украина соблюдает, пытается, хотя
бывает, там собьют дрон, Понятно, он упадет на понятно. жилой дом, Да. так они не нарушают международные Ну да. конвенции, правила, обычаи ведения войны. Украинцы в этом Да, да, смысле да, конечно, конечно. ведут себя благородно. Просто очень странно, когда за все это время столько ударов уже по России нанесено, по нефтезаводам, по другим, по разным заводам и фабрикам, которые производят разные электрические, электронные какие-то детали. Да, Но и вот бьют, знаете, почему я этот вопрос задаю, и для меня это важно? Не потому, что я хочу, чтобы там украинцы не били там по комбатантам, которые призывают напрямую убивать украинцев, едут воевать в Украину, хоть полицейские, хоть не в полицейские функции. Идет война, это все верно. Я имею в виду, что, знаете, такое впечатление, что там находится Ахмед Закаев, которого тот же Кирилл Буданов, например, дарит медальку, Закаев дарит Кириллу Буданову, который передает ее Зеленскому, и мы знаем, что Ахмед Закаев является оппозицией Кадырову и внутри фактически. Ну, так это изображается, так мы видим это, да, потому что о свободе, о независимости никто не мечтает. Говорят, там, Кадырова сместить, занять его пост. И потом тот же, если это не СБУ, а ГУР бьет, что, в принципе, одно и то же, бьют именно по Росгвардии. И то есть по силе Кадырова. А реальная сила, реальная власть, как вы знаете, это региональный оперативный штаб, который возглавляет УФСБ по Чеченской Республике, Дмитрий Кечки. Вот не бьют по ним, и вот у меня возникает вопрос. Украинцы, вот ГУР, например, не будем про всю Украину говорить, получается, Кирилл Буданов работает на то, чтобы, например, опять же, контактируя с тем же Закаевым, чтобы свергнуть Кадырова и поставить на его место другую марионетку. То тогда какие союзники получает от Кирилла Буданова, какой он тогда получается даже ситуативный союзник, если он занимается тем, что выгодно, ну, нам это не выгодно, да. одну марионетку сменить на марионетку, на другую марионетку. Да, здесь, конечно, теоретически можно полагать, как ты говоришь, что это, но на самом деле-то мы не можем сказать, что это так. Значит, у них мы не можем практически сказать, кто там были и куда они даже ударили. Мы можем только говорить. Это надо оттуда информацию иметь, сколько людей там погибли, кто там были. Собственно говоря, вот это важно. Так? А то, что они хотят по заявке, скажем, Закаю туда бить, чтобы это, ну, это, мне кажется, еще пока не созрел, и его удары, если он так и делает, то эти удары никак не повлияют. Они только укрепят Кадыру, если на то пошло. Ты же понимаешь? Они вот он будет, меня бьют и все такое. Поэтому давай не будем сейчас в этом направлении упражняться, потому что мы с тобой, когда получим настоящую информацию, то мы потом можем увидеть, что наши вот предположения, они могут и не оправдываться, а может быть сейчас мы не будем, как говорится, в этом направлении усердствовать, и то, что они бьют туда, они бьют, потому что по ним бьют тоже. Понимаешь, что бьют все их дома, это все уничтожают. И больше Конечно. всего там, ну, как ты говоришь, но главное, что они пожилым этим всем общественным этим не бьют, потому что Мгм. там мирные люди живут наши, Мгм. ну, скажем так, да? Мы видим, как, что происходит. И сейчас важно, чтобы как можно быстрее с этими перестановками, которые сейчас будут, и с этим, скажем, договором, который пришел от Трампа, как бы его договор, да, после его переработки всеми европейскими странами, Украины, который получил он, Трамп, и потом переслал, мы не знаем, что там находится, но будем смотреть. И при том, в связи с тем, что вот сейчас вот администрацию свою будет полностью менять Зеленский, как он говорит, а раз он будет менять, значит, там что-то будут какие-то перемены, и посмотрим, эти перемены дадут успех. Если эти перемены дадут успех, то значит, прав или не прав, то значит, этого Ермака правильно убрали.
если прав, если даже его там отстранение вот выдает вот такие вот результаты, если даже он не прав, в смысле, если и виноват, скажем, этот Ермак. А там посмотрим, виноват или нет. Многие его там обвиняют, и мы знаем об этом, что он тот или этот, по их словам, правда. Но в то же время Зеленский за него держался все время. Но теперь он вынужден вот на такой ход пойти. И я вижу, что Ермак сам написал заявление, кстати. Да? Его не Да, отстранили. Он сам написал заявление и сказал, добровольно. я уйду на фронт воевать, он сказал. Так? Я Да. пойду сейчас на фронт и буду Посмотрим. воевать. Посмотрим. Посмотрим, мы посмотрим. Вот такая ситуация. А Давай, если еще, есть какие-то вопросы у людей, давай с тобой, Аслан. да, Мы с сейчас тобой есть один что-нибудь? вопрос, Ага. Давай. еще один тогда от себя вопрос, и потом тут Да, вопросы. давай. Давай. Здесь гуляет такая версия, ходила такая версия, что именно ФСБ может, чтобы припугнуть самого Кадырова, что это не украинцы, потому что украинцы не берут на себя ответственность, когда на некоторые не берут ответственность за нанесение ударов по России, ну, в частности, по временно оккупированной Ичкерии. Может ли так быть, что ФСБ бьет по Росгвардии, чтобы немножко поставить в стойло или немножко там укротить Кадырова и его там боевиков? Ты имеешь в виду, что это ударили не украинцы, а сами русские? ФСБ, да. Вполне Да. возможно. Вполне возможно. Такое тоже возможно. Потому что они, Кадырова никто там не любит. Во-первых, потому что он чеченец был по национальности. Во-вторых, что он предатель. Во-вторых, в-третьих, что он конкурент. Так? Они его не любят. А ему, значит, и его там, они, конечно, если удастся, где-то хотят, наверное, ну, навредить ему. Может быть и такой вариант. Мы же не знаем сейчас. Это надо потом посмотреть. Посмотреть надо. Ладно. Руслан? Все, спасибо. Сейчас тогда тут я видел вопрос, я смотрю здесь, как обычно, разная троллятина, которую я оставляю. Ну вот здесь Викинг задает вопрос, а это немножко не по нашей сегодняшней теме, но вот он больше не придет, если не зачитаю его вопрос. Ответьте на вопрос. Европа, США больше партнер или конкурент? И второй вопрос. Что вы думаете об обострении вокруг Венесуэлы и поддержке Венесуэлы Китаем? Но ясно, что они больше партнеры, потому что в экономическом отношении и в военном отношении будут всегда, были и будут единомышленники. Другое дело, что они спорят между собой тоже в этой, скажем, экономическом смысле спорят. Они партнеры в любом случае. Это так. И в военном, и в остальном случае. А что думать про Венесуэлу? И почему Китай его поддержал? Ну, наверное, у Китая свои там мысли, потому что говорят, что в Венесуэле больше нефти, чем в любой другой стране, да или чуть ли не по всей мировом шарике. Вот так говорят, что там столько нефти. Наверное, на это они покосили. А какое им дело до Венесуэлы? И потому что еще, наверное, Кремль попросил, чтобы они как-то вот там через Венесуэлу как-то надавили на Соединенные Штаты Америки, показали, демонстрировали, скажем, единство с Россией. Потому что Россия тоже поддерживает Венесуэлу. Я так думаю. Ну, а вы считаете, будет война, наземная операция США в Венесуэле? Сейчас Трамп очень Ну, грозится. я не могу считать, но в целом все будет зависеть от той ситуации, как она будет там развиваться. Они хотят там этого Мадуру или как у Медура, оттуда его убрать и другого там посадить. Потому что этот, ну, совсем говоря, обладает такими мощными залежами, там народ бедствует. Это же мы видим, там бедствует народ в очень тяжелом положении. Это очень похоже на то, что делает, скажем, Российская империя. А там территории меньше гораздо, и столько вот запасов нефти и других, и она бедствует. Народ такой, в смысле, в бедственном положении находится.
И, конечно, Соединенные Штаты Америки туда бочком поглядывают. Хорошо бы это прибрать своим рукам. Здесь это экономические такие интересы у них. И они могут там не захватывать эту территорию, а где-то там договориться с ним, может быть. Это присуще, скажем, Трампу. Мы видим это, так? Это характерно для него. Он не только это, он и Канаду хотел захватить, и другие огромные острова. Ну, так что это было, может быть, только так вот, скажем, заявление, но никакие действия в этом направлении он не делал. Может быть, так случится и в самой Венесуэле. Хотя они там вокруг Венесуэлы, там подтянули свои корабли, подтянули все, что у них там есть, и давят на них. Это мы знаем. Будет, да, там это реализовано в виде нападения. Я не думаю, что будет. Я, честно говоря, не думаю, что это будет. Если меня спрашивают, я не думаю. Спасибо, спасибо. Аят Андро Кхетерелли. Здравствуйте. Как вы думаете, почему Путин не согласился ни на одно из мирных соглашений? Ведь ни одно из этих соглашений не требовало от него уступить уже оккупированные территории. А потому что он в Украине положил где-то около 1 с лишним человек убитыми, так? А Да. потому что он ту поставленную задачу не выполнил, так? А потому что если он там все остановит, то вся, как говорится, сила будет направлена именно против него. Ему нужна победа, и только победа. А если он откажется от этого, то все эти, скажем, силы, которые внутренние, которые есть, могут против него обернуться. Вот поэтому. И потому что если он вот начал вот это все и где-то не сделал то, что надо, там он в Сирии проиграл, мы знаем, да, это, хотя там тоже не ясно, в Сирии проиграл, но и в других местах, вот там и Азербайджан, и там, скажем, Армения, и все вот это, все вот такое политическое вот такое обозрение, если делаешь, и даже Средняя Азия и Казахстан, то есть все идет как бы не так, как хочет Путин, и не так, как хочет, скажем, российский обыватель, которому это все рассказывал. И если все эти рассказы вдруг выявится, что это были его фантазии, и что он сидел вот так вот нам рассказывал и толкал наших людей туда, которые, ну, в смысле этих солдат там, да, то в итоге он окажется виновником во всем, и он и есть виновник, но он не хочет, чтобы это скрылось. Вот поэтому, именно поэтому так и есть. И не хочет он никакой договор подписывать. И спекулирует тем, что у него есть там А то-то, чего он то-то, тогда добивается? редкоземельные металлы, другое, там Арктика, где можно разработать, есть нефть, газ, все такое, все, мол, он готов отдать этому Трампу, если он там согласится, чтобы дали ему поглотить эту Украину. А Украина держится, независимо от того, что есть, Украина не сдастся, потому что за Украиной стоят эти силы, которые мы говорили уже. Европа и все там демократическое общество мира, и люди, которые понимают, что значит, будет тогда передел мира в сторону возврата к прошловековым традициям. Вот поэтому, Мгм. мне так кажется. Спасибо. А тогда чего он добивается? Он вечно война ради войны? Вечно? Нет, он добивается того, чтобы ему путем вот этого давления, чтобы все поняли, Уступить. что он больше давит, чем и что и Европа, Америка откажутся от этого и сдадут ему Украину. А Украина сама-то не будет сдаваться в любом случае, если они откажутся даже. Мы, вот такая у нас была маленькая территория, изгоняли их 4, 5 Да. раз, значит, давали им, как говорится. А если сейчас это и весь народ там может подняться, так, в принципе. А эти понимают на Западе, если они возьмут Украину, к примеру, да, что потом они придут на Запад. Вот смотрите, эстонцы, финны, эти литовцы, латыши, они делают там такие заборы себе, понимая, что они могут ринуться,
Есть опасность этого, реально опасно. Они запускают свои дроны, самолеты, все такое. Это же не случайно. То, что мы думаем, иногда думали, что пошутили они. Я когда вот помню, в 94-м это году было, да, в 94-м, когда русские запустили, к нам запускали разные мероприятия, в смысле налеты были. А здесь прилетел самолет и начал бомбить, стрелять по нашим значит, жилым кварталам и в районе там космоса, кинотеатра. Там он стрелял, этот самолет, и убил там людей. Так? Я еще тогда думал, вот надо быть вот таким. Еще мы тогда были совсем молоды и не понимали, что они нас пугают только. Нет, они если что-то такое делают, то это они уже получили команду и делают разведку, что и как, и где, как будут реагировать в ответ. И поэтому это не случайно, ничего с ними, ничего, шутки с ними плохи в этом отношении, если вы будете думать, что они не сделают это. Если им чуть Да, позволят, они тут же сделают это. Это в да, них сидит. зверье. Да, Зверье, самое настоящее. Отмороженное зверье, да. да. Это такое. Совершенно верно. Друзья, если я не увидел ваш комментарий из-за вот этих спама, которые здесь стреляют, повторите, пожалуйста. Я просто листал, так больше не вижу ваш комментарий, не вижу комментариев. Если есть вопросы, пишите, задавайте. Вот у меня здесь есть в Телеграме тоже люди. Если есть, кто хочет задать вопрос, пожалуйста, задавайте. Есть желающие? Да, можете выступить. Да. Ну, молчат они так, да? Если есть, там давай. Да, как белорусские партизаны молчат. Да, Ну, они слушают. да. Да. Слушать тоже хорошо. Мгм. Ну, Ая, в принципе, мы уже почти час в эфире, вопросов больше. Ну, тогда давай закончим. Мы не Да. должны из нормы уходить, если нет какой-то специальной ситуации. Да, Давай закончим тогда. как вы просили, хорошо, час. Мега, да, Ая, дерес выло. Масалла хуйдерес. Спасибо всем, друзья. Всего хорошего, до завтра. Адикюр Машваль. Adeküel, marş ay. Adeküel şu masaya. Адик, да.